Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейк Шара. Сегодня в программе. В Москве состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и избранного президента Республики Абхазия Бадры Гунба. Судьи, впервые избранные на должность, приведены к присяге. Нарушители правил рыболовства в акватории Учимчирского района привлечены к административной ответственности. В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунба. Путин лично поздравил Бадру Гунба с победой на выборах и отметил особый характер отношений между Россией и Абхазией. Владимир Здорович, рад вас видеть и хочу поздравить, конечно, с победой на выборах. 54 с лишним, 54,7% вы набрали. При явке 70%. Хороший результат, я вас поздравляю. Да, собственно говоря, большой новизны для вас нет, вы уже давно работаете и были вице-президентом, да, это знаю, что избирательная кампания шла так достаточно бурно, с эмоциями. Но главное, что народ пришел, люди высказали свои пожелания, предпочтения. Вы знаете, безусловно, и о особом характере отношений между Россией и Абхазией. Знаете о проблемах, которые стоят и которые нужно решать, и решения которых люди ждут. Будем работать. Я вас еще раз поздравляю, желаю всего самого доброго. Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо большое за сегодняшнюю встречу. Безусловно, в первую очередь хотел бы отметить, что именно благодаря вашей поддержке народа Абхазии и республики в целом сегодня Абхазия имеет возможность развиваться, выстраивать свои экономические отношения главным образом с Российской Федерацией. Народ Абхазии помнит то историческое решение, которое принималось о признании абхазской государственности. И позвольте от народа Абхазии поблагодарить вас за такое решение. Российская Федерация всегда была последовательна в своей поддержке. Это касается и военно-политической поддержки, и социальной, экономической поддержки. И народ Абхазии, безусловно, ощущает всю эту поддержку. Со своей стороны, конечно же, понимаю всю ответственность, возложенную на меня народом Абхазии, и в рамках своей предвыборной кампании, в рамках своей деятельности государственной я всегда обращал приоритеты, конечно, безусловно, это сотрудничество с главным нашим стратегическим союзником. У нас исторические, братские, экономические узы, которые мы намерены и дальше развивать. У нас общая история, и мы в этом году вместе отмечаем нашу общую победу в Великой Отечественной войне. Более 17 тысяч граждан нашей страны сложило свои головы на фронтах Великой Отечественной войны. 22 героя Советского Союза, которые выходцы из Абхазии. И мы чтим память тех людей, которые отстояли право развиваться народом Советского Союза. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас лично. Я обращался к вам по поддержке и реконструкции мемориальных комплексов Великой Отечественной войны. Из президентского фонда вы поддержали эту программу, и каждая школа, каждое село Абхазии получило грант на восстановление объектов, которые напоминают о нашей великой победе. Также хотел бы сказать о том, что наши ребята и сегодня продолжают совместно бороться за нашу правду на полях специальной военной операции. У нас десятки ребят, которые сложили свои головы. Мы оказываем поддержку семьям погибших. Для нас это очень важно, хранить память этих людей. И республика в целом за эти годы направила сотни тонн гуманитарного груза бойцам,
которые сегодня выполняют особые задачи. В этом смысле для нас общая победа и общее будущее. Хотел бы отметить, что благодаря вашей личной поддержке сегодня в Абхазии проходит масштабная диспансеризация школьников. Это очень важное направление, это поддержка здоровья граждан нашей страны, это будущее нашей страны. Также оказывается поддержка в рамках энергосистемы Абхазии. Благодаря вашей личной поддержке я бы хотел просто напомнить о том, что буквально в конце предыдущего года Абхазия из-за дефицита электроэнергии была вынуждена ввести верные ограничения до 11 часов в сутки. Именно благодаря тому, что вы оказали поддержку, нам удалось решить проблему энергодефицита, но, к сожалению, мы подошли сейчас к тому, что тот объем гуманитарного перетока электроэнергии, который поступил в республику, к сожалению, практически исчерпан. Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к вам за поддержкой до окончания энергодефицита, это ориентировочно до середины апреля, поддержать Абхазию дополнительным объемом гуманитарного перетока для решения тяжелых, острых проблем для нашей страны. Хорошо, это сделаем. Спасибо большое. С вашего позволения акцентировал бы свое внимание еще на двух темах, которые очень существенны для нас. Это в первую очередь, конечно же, вопросы двойного гражданства. Основные процедуры соглашения пройдены и ратифицированы парламентами наших стран. Остается определить механизм, который позволит фактически начать предоставление двойного гражданства, российского гражданства гражданам Республики Абхазия. Вы знаете, что благодаря вашей поддержке такого рода решение было принято, и более 70% граждан нашей страны являются гражданами Российской Федерации. Есть люди, которые не успели воспользоваться такого рода возможностями. Если такая возможность есть, мы бы хотели бы, чтобы такая программа была реализована. Да, мы продолжим. Она, в принципе, это подготовлена, мы продолжим ее реализовать. Спасибо большое. И соответствующие просто я там указания с коллегам направлю, и они вместе с вами доработают вопросы, которые, может быть, еще требуют внимательного к ним отношения, но мы продолжим эту работу. Спасибо, благодарю. И еще один вопрос, который буквально тревожит граждан нашей страны. С 1 апреля вступает в силу новое законодательство, в соответствии с которым наши граждане, пересекающие границу автотранспортным средством, к сожалению, они не смогут попадать на территорию Республики Абхазия. Если есть такая возможность в отношении Абхазии продлить сроки вступления данного законодательства на 2 года, мы бы довели до граждан нашей страны необходимость получения российского удостоверения на пользование автотранспортным средством и решили бы проблему. Побыстрее можно будет сделать. Я понимаю, что там может быть ограничена так называемая пропускная способность для желающих получить эти документы. Но я попрошу Министерство внутренних дел, они проработают вместе с вами и просто увеличат количество таких вот пунктов и количество личного состава, сотрудников, которые помогли бы вам это оформить, не растягивая на годы вперед, а в более короткие сроки. Но мы это сделаем. Спасибо большое. Благодарю вас. Договорились. Поздравляю вас еще. Спасибо большое. На имя избранного президента Абхазии продолжают поступать поздравления. Глава Республики Башкортостан Ради Хабиров в своем поздравительном адресе отметил, что высоко ценит добрые традиции дружбы и партнерства с Республикой Абхазия. Ради Хабиров выразил уверенность, что и в дальнейшем взаимовыгодные связи в экономической и гуманитарной сферах будут укрепляться. Выбор народа означает широкую поддержку выбранного вами курса на прогрессивное развитие всего многонационального народа Абхазии, на торжество мира, стабильности и правопорядка. Уверены, что под вашим руководством Абхазия сможет добиться больших успехов в укреплении суверенитета, развитии государственного строительства, всестороннем развитии абхазского общества, говорится в поздравительном адресе абхазской диаспоры Санкт-Петербурга.
Заседание Совета судей Абхазии прошло в среду 5 марта. Судьи, впервые избранные на должность, были приведены к присяге. Также был сформирован новый состав Совета. Репортаж Адицы Сагария. Правосудие является одним из основополагающих начал функционирования судебной системы. Профессиональная деятельность судей обеспечивается рядом гарантий. Сегодня на очередном собрании судей Абхазии вновь избранные судьи приняли присягу, после чего по требованию Конституционного закона республики они могут приступить к исполнению своих служебных обязанностей. Денис Цвижба назначен на должность судьи Верховного суда Абхазии по решению Народного собрания. За его назначение проголосовали 30 депутатов парламента. Цвижба Денис Владимирович, вступая в должность судьи, присягаю перед народом Республики Абхазия объективно, беспристрастно, независимо и справедливо осуществлять правосудие, подчиняясь только Конституции Республики Абхазия и законам Республики Абхазия, честно и добросовестно исполнять обязанности судьи, придерживаться морально-этических принципов поведения судьи, не совершать действий, которые порочат высокий статус судьи и умаляют авторитет судебной власти. Благодарю за внимание. Также на должность судьи Гагарского района назначена Эсма Хагуш. Я, Хагуш Эсма Анатольевна, вступая в должность судьи, присягаю перед народом Республики Абхазия объективно, беспристрастно, независимо и справедливо осуществлять правосудие, подчиняясь только Конституции Республики Абхазия и законам Республики Абхазия, честно и добросовестно исполнять обязанности судьи, придерживаться морально-этических принципов поведения судьи, не совершать действий, которые порочат высокий статус судьи и умаляют авторитет судебной власти. Советом судей Республики Абхазия был проведен отчет о проделанной работе за 3 года. Также на заседании Совета обсудили законопроект по внесению изменений в Конституционный закон о судебной власти, который после принятия на пленуме Верховного суда планируют внести на рассмотрение в парламент. Адиса Сагария, Рамукамки, Абхазское телевидение. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Киут прокомментировал обсныяхя, выложенное в соцсетях видео инцидента на контрольном пункте милиции Мюссера, произошедшего 1 марта. Прежде всего хочу отметить, что инцидент с задержанием преступников на КП Мюссера есть продолжение грубого нарушения закона нашей страны на избирательном участке в поселке Цандрипш, когда общеопасным способом, угрожая жизни десятков человек, находившихся на территории участка в день выборов президента, группа вооруженных людей ворвалась в помещение для голосования. Преимущественно там находились женщины, в адрес которых преступники выражались в грубой форме. Более того, они открыли стрельбу. Нас не убивайте, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Мама! Мама! Находившиеся на месте сотрудники милиции, обеспечивающие правопорядок в день выборов, самоотверженно стали защищать членов участковой избирательной комиссии, а также гражданское население, несмотря на численное превосходство преступников, которых было в разы больше. После того, как нападавшие устроили беспорядки на участке, они покинули место преступления и направились в сторону Гудаута. По дороге их попытались остановить сотрудники Бзыбского контрольно-пропускного поста. Законным требованиям представителей власти преступники не подчинились и, угрожая жизни правоохранителей, двинулись дальше. На КП Мюссера преступников ждал усиленный состав милиционеров, оперативно отреагировавших на нарушение закона. Несколько раз приближавшихся на автомашинах правонарушителей предупреждали сделать остановку на посту после неподчинения, попытки преступников продолжить путь, были сделаны предупредительные выстрелы. Наши сотрудники действовали согласно закону о милиции, который четко регламентирует действия сотрудников в случае угрозы его жизни. На выложенном вчера видео отчетливо видно, как сотрудников пытались сбить автомобили. У нас есть другие видеоматериалы с нескольких ракурсов, где четко видно, что действия сотрудников были в рамках закона. Они выполняли свои функциональные и профессиональные обязанности.
Ведь действия преступников на избирательном участке в Цандрипше были направлены на срыв выборов президента страны и, как следствие, на дестабилизацию обстановки в целом по стране. В этой связи я обязательно хочу подчеркнуть, что милиция была и остается вне политики. Любые попытки навешать ярлыки на наших сотрудников считаю вредными для всего общества, для полноценного развития нашей страны. Вся наша деятельность направлена на обеспечение правопорядка, на борьбу с криминалом. Только так мы сможем обеспечить развитие нашей страны. Еще одним важным фактом данного инцидента является то, что среди нападавших на мирных граждан был находящийся в розыске гражданин, ранее уже применявший оружие в отношении сотрудника милиции, исполнявшего свой профессиональный долг. Все это не останется безнаказанным. Безнаказанность порождает вседозволенность, и так мы с вами сильное государство не построим. Хочу сказать, что ответственность на мне лежит с 2001 года. Я всю свою жизнь посвятил работе в органах, всю жизнь борюсь с криминалом и с терроризмом. Я прекрасно осознаю степень ответственности и никогда ее ни на кого не перекладывал. Борьба с преступностью будет продолжена. В рамках долгосрочной программы сотрудничества Минпрос Абхазии совместно с Российским фондом президентских грантов запустит конкурс, сообщил в интервью пресс-центру Минпроса РФ исполняющий обязанности министра просвещения Инал Габлия. Он уточнил, что речь идет о возможности открытия в абхазских школах классов робототехники и по разработке беспилотников, кабинетов для научно-естественного направления, а также создания среды для цифрового творчества. Сейчас мы будем запускать грантовый конкурс вместе с фондом президентских грантов России в Абхазии. Значит, это возможность открыть класс робототехники, класс по разработке беспилотных летательных аппаратов. Потом это возможность создать среду для цифрового творчества. Это, значит, кабинет для научно-естественного направления, да, наук, таких как химия, физика, биология, это компьютерный класс. В результате совместного рейда природоохранной прокуратуры, Госкомитета по экологии Абхазии, Погрануправления ФСБ России в акватории Учимчирского района выявлены нарушения. Гугут Савардани расскажет подробности. Турецкие рыболовные компании не раз нарушали правила ловли рыбы в акватории Черного моря и ловили ее в запретных зонах. И, например, на этом судне, что за моей спиной, зафиксировано несколько нарушений, выписаны штрафы. Рыболовецкий сейнер Муамер Кая выловил около 5 тонн хамсы в запретной зоне. Выписанный штраф составляет 50 мрот, это 3000 рублей. Однако помимо этой уплаты будет взыскан ущерб. Сумму определит Госкомитет по экологии. Госкомитет по экологии, у них есть специальные таблицы, по которым они высчитывают ущерб за промысел в запретном районе. На момент нашего нахождения здесь трюмы были пустые. Хамсы. То есть хамса была вывезена, перегружена на борт транспортного судна в объеме 5 тонн. Было перегружено транспортное судно. Но этот лов произошел в запретном районе. К сожалению, это не единственный сейнер, который нарушает правила рыболовства. В акватории Черного моря на побережье Абхазии есть немало запретных зон, где нельзя добывать рыбу. Именно эти места являются лакомыми для рыбодобывающих компаний. Несмотря на то, что многие из них уже выплачивали штрафы по нескольку раз, они все же нарушают природоохранное законодательство. К злостным нарушителям применяют более жесткие меры, вплоть до запрета осуществления дальнейшей деятельности. Есть и отдельные районы, где заход также, значит, запрещен. И отдельные координаты есть, которые, значит, прописаны, что там запрещено производить лов. Ну, какие координаты, это есть навигационная карта специальная, которыми обладают все эти капитаны сейнеров, куда они не должны заходить. Например, во время рыбной путины только с декабря по февраль было зафиксировано 9 нарушений правил рыболовства в бассейне Черного моря. 8 из них – это заход судов в акватории Учимчирского района. Одно нарушение – заход в запретный район в устье реки Гумиста. По этим нарушениям капитаны рыболовецких сейнеров привлечены к административной ответственности.
Досмотровая группа проверяет документы у капитанов и команды на право рыболовства, на судно и на орудия лова, а также промысловый журнал. В пути не участвуют рыбопромысловые суда в паре с грузоперевозчиком. По правилам, сейнеры, осуществляющие рыбную ловлю, должны находиться не ближе 500 метров от берега. Кроме того, запрещено ловить рыбу в устьях рек. Рейдовые мероприятия в период Хамсовой путины у берегов Абхазии будут проводиться с периодичностью 2 раза в неделю до конца марта. Гугу Цаварданий, Налгвинже, Абхазское телевидение. Концерт звезд абхазской и российской эстрады пройдет в Сухуми 7 марта. Мероприятие приурочено к Международному женскому дню. Концерт проводится по инициативе Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Зрителей ждет незабываемый вечер с участием группы «Руки вверх», популярных исполнителей Хабиба, Мии Бойки и Игоря Николаева. Администрация Сухума окажет содействие организаторам. Начало концерта в 17 часов на площади Свободы. Абхазию ждет 3 выходных дня. 8 марта в этом году выпадает на субботу, поэтому понедельник, 10 марта, согласно производственному календарю, объявлен нерабочим днем. Исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба обсудил с исполняющим обязанности министра по налогам и сборам Михаилом Габеля динамику поступлений налогов и иных платежей в бюджет республики. С нового года вступил в силу закон об упрощенной системе налогообложения. Владимир Делба интересовался, как показывает себя в действии новая система и есть ли результаты. Речь шла также о работе Министерства по мобилизации задолженности, об итогах деятельности за 2 месяца, об ожиданиях и перспективах ведомства. Все подробности в рубрике «Актуальное интервью» сразу после новостей. А в завершении выпуска, как всегда, о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 6 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 1,4, днем 5-10 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.